Постоянное ощущение такое нарастающего... Пиздец. Да, я вот подбирал эвфемизм к этому слову. Пенза в нынешнем своем состоянии довольно-таки в тренде. Я бы сказала, что у нас достаточно неплохими темпами развивается гражданское общество. Вот. Но, к сожалению, действующие лица все те же, вот буквально единицы, наверное, новые. Очень радует, что в такое время, когда вот столько ограничений и столько людей потерпели какие-то неудачи из-за вот этого всего положения, и тем не менее находят в себе сил на какую-то общественную деятельность, отрывают последние какие-то крохи своего здоровья и сил от семьи и идут бесплатно что-то делать. Что-то все фиговее. А фиговее что? Фиговее в каком плане? Ну, во-первых, дикое количество иноагентов. У меня много коллег свалили за границу, не собираются возвращаться, они просто боятся уголовных преследований, там, друзей и знакомых. За этот год мы ухитрились провести 3 этапа Кубка области по маунтинбайку, чемпионат области по маунтинбайку и еще 3 гонки такого неофициального масштаба. Губернатор анонсировал транспортную реформу. Взяли кредит на 6 с лишним миллиардов. Вот, очень много слов о том, что там, купим кучу новых автобусов, ну а про троллейбусы, как обычно, ничего. Поэтому в следующем году, где-то в марте-апреле, мы планируем с большой инициативной группой провести публичные общественные обсуждения. Идея этого проекта в том, чтобы рассказывать и гражданам, тем, кто занимается благотворительностью, и коммерческим организациям, о том, как вести благотворительную деятельность, чтобы поддерживать положительный имидж благотворительности и способствовать тому, чтобы как можно меньше было мошенников. Занимался благотворительностью в одиночку, наверное, около 1,5 лет. Честно скажу, ходил сам в пензенские СМИ, просил его, ребят, я работаю курьером и каким-то там кладовщиком на Пензарыбе. И в Пензе, как я считаю, это единичный случай таких людей. Мне половина пензенских СМИ сказали: пошел ты в жопу, ты нам вообще не интересен. Мне звонили с Москвы, с российской газеты, и просто спросили: блин, ты курьер, занимаешься благотворительностью? Я говорю: да. А почему о тебе пензенские СМИ не пишут там? Суть разговора была такая: стой тут, никуда не уходи, мы выезжаем. И, в общем, руки-то еще помнят, как выяснилось. Но вообще тяжко, потому что и из-за пандемии многие партнеры отваливаются, федеральные в первую очередь. Пришлось бороться, пришлось вызывать